Все очень просто. Во-первых, у вас очень красивый регион, и мы долго не выбирали, куда мы поедем. Мы приняли решение, что это будет Арктика. Как известно, Арктики в России много, и Ямал, и Кольский. Но мы выбрали ваш регион. Долго не думали. По машинам выбрали старые, надежные, проверенные автомобили Land Cruiser. Сами знаете, что большинство людей выбирают Toyota за ее надежность. У нас по маршруту мы стартовали из Иркутска, проехали по льду Байкала поперек от Ольхона до Северобайкальска, выехали на Зимник от Усть-Кута до Мирного и от Мирного уже доехали сюда к вам. Было два самых сложных участка. Самый сложный, наверное, один из самых сложных, первый для нас, это был от Ольхона до Байкала. Нам просто показали направление, показали, что нам нужно ехать сюда, ткнули точку на карте, и мы поехали через торосы, через трещины, в общем, ехали с одной остановкой, остановились в каком-то полузаброшенном домике, рядом жили рыбаки, и мы вот остановились у них. Полночи топили печь, чтобы согреться, и потом полночи готовили есть, так и не поспав. Но зато были все-таки как-никак в тепле. Это вот был сложный участок. И второй сложный, от Усть-Кута до Мирного. Как раз попали в такой период, когда днем идет снежок, солнышко, к вечеру мороз и просто гололед. То есть те, кто иркутские, те, кто ваши, они с цепями подготовлены. Как видно, только регион Москва или какое-нибудь центральное. Машины абсолютно не подготовлены. Резина зимняя, но без цепей там делать нечего. Итог: машины перегораживают трассу, их стаскивают в кюветах. Там, наверное, в районе 15 машин только я нафотографировал. И у нас даже во избежание аварии нам пришлось своей машиной заехать в кювет, потому что мы выехали с горы, и спускавшись с горы, увидели фуру, которая перегородила полностью всю дорогу. Нажав на тормоз, мы понимаем, что машина просто катится, и уже начала катиться, как она хотела. Приняли решение, вывернули руль вправо и просто ушли в снег. Скорость была небольшая, но тем не менее, если бы ушли в машину, я думаю, потери были бы гораздо серьезнее, чем сейчас. Дальше мы пойдем отсюда до полюса холода. Тут тоже вопрос был такой, какой из полюсов холода выбрать. Есть же такая некая постоянная, я не знаю, как сказать правильно, соперничество, да. Мы выбрали, наверное, самый близкий, Аймикон. Не знаю почему. Почему-то я с детства слышал, что Аймикон полюс холода. Сам родился в Магаданской области, недалеко, кстати, от Аймикона, если напрямую. Поэтому вот как-то сразу выбор пал на него. С Аймикона мы до Теплого Ключа, там поворачиваем на Батагай, Тополиная, Батагай, Сайды, и уходим на Тикси. Своим пробегом хотим показать, что и на стандартных машинах можно смело доехать, и проблем в этом никаких нету. Также еще у нас есть две цели. Социальная цель – это развитие активного спорта в России при помощи нашего партнера, компании Рексона. У нас есть социальная программа «Непотека», которую мы поддерживаем. Мы двигаемся активно во время экспедиции, перемещаемся, накопленные баллы конвертируем в фонд добра, переводим их, и на эти деньги будут построено несколько воркаут-площадок по России. И еще одна из целей, прежде всего, это снять фильм про ваш регион. Кроме вашего региона туда еще попадет Байкал, попадет часть Иркутской области и, наверное, Республика Бурятия. Но львиная доля, 80-90%, будет про ваш регион. Еще раз скажу, я здесь уже не раз, регион мне очень нравится. Я считаю, что потенциал для туризма колоссальнейший, и с каждым годом прям видно, как он развивается. Вот и мы хотим внести свою лепту, помочь развитию туризма. Снимем фильм про людей, про интересные места, про интересные маршруты. Поэтому мы здесь ехали Зимником, назад будем возвращаться по федеральной трассе Колыма-Лена. Фильм заявим на фестиваль, пока не буду говорить какой, но хороший европейский фестиваль. И покажем его по телеканалам, начиная от кабельных и телеканалов сети Триколор, заканчивая федеральными телеканалами и, возможно, даже в кинотеатрах. То есть фильм будем показывать везде. Опять же, потому что такую красоту должны увидеть как можно больше людей.